Первым пунктом проверки сотрудников Россельхознадзора стала территория рядом со спортивным комплексом Назрани. Здесь амброзия растет и цветет во всей красе, причем сразу двух видов – полынно-листная и трехраздельная. Опасный карантинный сорняк не только иссушает почву, но и наносит вред организму. Особенно он угрожает здоровью детей, поэтому так важно вовремя убирать вредоносное растение. Амброзию можно вырвать с корнем или скосить, причем не один раз, а многократно, напоминают специалисты. Косить надо многократно, потому что если покосить один раз, из этого ничего не получится, потому что она заново вырастет. И лучше, конечно, его скашивать, пока она будет выделять семена. Но в данный момент, в августе месяце, она начинает уже цвести, мы наблюдаем уже, да, пожелтение идет, и начнется выброс пыльцы. Стержневой корень растения проникает на 4 метра вглубь почвы, а сама амброзия может дорасти до 3 метров в высоту. Каждый куст дает в сезон от 30 до 150 тысяч семян. Порывы ветра разносят их на самые дальние расстояния, а семена сохраняют схожесть до 40-50 лет. Поэтому рейдовые мероприятия сотрудники Россельхознадзора проводят на регулярной основе по всей республике. После фитосанитарного обследования инспекторы выносят предостережения местным властям и проводят профилактические беседы. Результаты есть, где добросовестные. Вот там они убирают. Но не все же у нас добросовестные. Вот и приходится повторно уговаривать их, чтобы скосили, убрали, или химическим методом, или путем скашивания, агрохимическим методом, и другие есть. Еще один пункт проверки рядом с Назрановской железной дорогой. Тут вредоносное растение опасность представляет как для автолюбителей, так и близживущих. Амброзия может вызвать кашель, ухудшение зрения, конъюнктивит, в тяжелых случаях отек легких. Поэтому так важно своевременно убирать опасный сорняк. Амброзия засоряет все угодья и наносит ущерб сельскому хозяйству. Засоренные им посевы снижают урожайность. Но хуже всех аллергические заболевания, вызываемые в активный пик цветения с августа по октябрь. Особый вред организму наносит пыльца, выделяемая растением в больших количествах. Многократное вдыхание этой пыльцы вызывает аллергические заболевания даже у вполне здорового человека. Частицы пыльцы поражают слизистую оболочку, также вызывают аллергический ринит или обострение астмы. Растет ярко-зеленое растение практически везде – во дворах, вдоль дорог и в огороде. Поэтому сотрудники Россельхознадзора советуют заранее привести свои территории в надлежащее состояние. В первую очередь, чтобы сорняк не угрожал вашему здоровью. Дана Плиева, Магомед Даскиев, Новости 24.